Леса Абхазии – это богатство республики. Около 12% из них – это заповедники с древнейшими породами растений. Что сейчас происходит с этим богатством, как рационально использовать имеющийся потенциал, об этом будем говорить с доктором биологических наук, академиком Академии наук Абхазии Сергеем Бебе. Сергей Михайлович, во-первых, хочу вас поблагодарить за возможность пообщаться, ответить на наши вопросы. Спасибо большое. Ну и поздравить вас с выходом вот этой вот книги. Это труд, который вы готовили около 40 лет. И это событие не только для вас, но и для всего научного сообщества, но и для всей Абхазии. Это книга «Леса Абхазии». Давайте о ней поговорим. В чем ее уникальность? Выход этой книги закономерен, потому что состояние наших лесов, мягко говоря, вызывает большую, огромную озабоченность. Леса играют огромную роль в нашей жизни, огромную роль в социально-экономическом развитии страны, в жизни каждого из нас. В чем выражается вот такая роль? Выражается в том, что леса во всем мире уже доказано являются природоформирующим фактором, климатоформирующим, водоохранным, почвозащитным и многие другие полезные функции, которые выполняют эти леса, они судьбоносные для нашей страны. Так вот, надо было подумать, как можно рационально использовать эти леса в нашей стране. Что греха таить, больше 100 лет эти леса подвергаются, я не побоюсь этого слова, хищническому уничтожению в полном смысле этого слова. Эти леса, кроме того, что они выполняют такие полезные экологические функции, они используются для получения древесины, и в них проводят так называемые рубки главного пользования для получения древесины. Но чтобы рубить эти леса, были созданы специальные правила, как можно рубить, чего можно рубить, где можно рубить. Но мы никогда не придерживались этих правил, и рубки мы проводили без правил. Ежегодно в результате расширения пахотных угодий и другой деятельности человека с лица земли исчезает 10 миллионов гектаров лесов. Это оборачивается стремительным сокращением биоразнообразия планеты. Эксперты напоминают, что деревья выполняют защитные функции. Они предотвращают эрозию и потерю почв, смягчают последствия изменения климата. К тому же леса обеспечивают людей топливом и продовольствием. Если мы не прекратим рубки главного пользования в лесах Абхазии, мы потеряем все. Мы потеряем индустрию туризма. Мы потеряем, самое важное, это качество воды, которым все еще богата наша страна. Но без лесов, которые покрывают водосборные склоны наших горных рек, эти реки существовать не могут. Вы прекрасно знаете, какие наводнения происходят в наших реках сегодня. И вот я на моем веку, я помню 1969 год, когда Котор вышел из берегов и затопило прибрежные районы от Зюбжи, от Харабхаска и так далее. Люди погибли, огромное количество скота унесло. И самое еще важное то, что в результате почвенной эрозии огромное количество инертного материала вынесло это все в море полностью. И это результат нашей недобросовестной работы. Вот горные реки протекают. Есть положение о том, что примерно от 50, в зависимости от размера рек, от 50 до 200 метров являются защитными, их трогать нельзя. А мы в первую очередь их вырубили, там мы выращиваем чего? Кукурузу выращиваем, там мочалку выращивали, там что-то такие культуры, которые дают эффект первые годы. Потом почва смывается, мы переходим на другое место, и так мы берега наших рек оголили. Естественно, река наказывает нас за эти вещи. Но эти огромные мы средства тратим, чтобы урегулировать эти реки.
сколько время, сколько денег мы потратили на урегулирование русла реки Кодор и других рек, малых и больших. Вот недавно, буквально неделю назад, были такие страшные ливни, они полосами прошли. Но в моем селе, в поселке Киракян, прошел такой ливень, который не знаю, давно в такого ливня не видели. Небольшая речка около дома нашего, которая протекает, выросла на 2 метра. Все снесло полностью. Сейчас я не могу попасть домой только из-за того, что это все снесло. Климат на глазах меняется. Изменение климата и плюс антропогенные воздействия, то есть деятельность человека, привели к ухудшению устойчивости наших лесов. На территории Абхазской лесно-опытной станции выявлено более 30 видов, которые можно использовать для восстановления этих лесов, и производительность наших лесов могут быть увеличены в 2-3 раза. Если мы сегодня вырубаем, допустим, положено вырубать с гектара не более 100 кубометров, фактически вырубаете и 400 кубометров, то при использовании лесных культур, то с гектара можно получить более 600 кубометров ценной древесины. Но беда в том, что в лесном хозяйстве фактор времени играет очень серьезно. Эти леса должны вырасти минимум 30-40 лет. Ждать мы не хотим. Мы хотим сегодня, чтобы получили мы и так далее. И вот поэтому идем, сегодня вырубаем, а там что будет, дальше идем вырубаем. Это называется экстенсивная форма. 560 тысяч гектаров тогда, в 1981 году, было установлено, что мы обладаем вот таким запасом лесов. На ваш взгляд, сколько сейчас осталось? Площади могут быть, они остались такие, но эта площадь абсолютно ничего не говорит. Качество. Качество этих лесов, состояние этих лесов ужасное. Потому что многие площади этих лесов, они низкополнотные. На многих местах уже появились гари. Вот поезжайте в Мамзышу, что там творится. Верхний полос, субальпийский пояс, там, где нельзя было рубить, вырубили сколько могли. Дальше это дело дополнили наши пастухи. Там целая бригада армянских пастухов на Мамзышке. И они полностью уничтожили субальпийский пояс. И лес постоянно опускается вниз. Вот вам открытые лесные площади, их надо восстанавливать. Но восстанавливать их очень сложно, там климат очень суровый. В 2019 году в Абхазии создан национальный парк Кодорское ущелье общей площадью 136 825 гектаров. Территория включает в себя 4 участка: Верхнекодорский, Амткальский, Кодорский кластерный и Скурчинский кластерный. В границы парка включены земли населенных пунктов. Это второй в Абхазии национальный парк. И мы обрадовались, что наконец-то Кодорское ущелье ничуть не хуже, чем Рыцинское ущелье. Там богатство, разнообразие, природное разнообразие и разнообразие живых организмов намного богаче, может быть, даже чем в Рыцинском ущелье. Поэтому его надо было срочно там организовать заповедник, национальный парк. И что вы думаете? В один прекрасный день, когда у лесозаготовителей закончились запасы, они решили туда перебраться и потребовали или попросили у правительства выделить им участок для вырубки леса. Мы категорически официальное письмо направили в правительство, и все специалисты, природоохранная структура, и ученые, от Академии наук было специальное письмо, и было это приостановлено. Мы думали, что уже там все, вопрос решен. Никак не допустим этого. И что вы думаете? Вот сейчас везут оттуда лес. Взамен старых, уже пройденных рубками лес, присоединили якобы к Рыцинскому национальному парку, взамен это дали им вот такой девственный лес. Хоз занимается. Лесхоз. У нас нет лесхозов, леспромхозы можно назвать их. Они функции лесного хозяйства они не выполняют. Мы указываем в этой работе о том, что необходимо функции реформировать эту лесную отрасль, из функции лесозаготовителя перейти к функции лесного хозяйства.
лесного В хозяйства. том числе и заботиться об охране. Об охране, о восстановлении лесов, об рациональном использовании всех видов ресурсов лесных отраслей. Можно у нас, как его называется, организовать лесную отрасль вполне рентабельную, вполне, так сказать, цивилизованную, без использования этой древесины. У нас есть лесные ресурсы, которые позволяют это делать. Если вот этот антропогенный фактор не исключить, сколько у нас еще времени вот так хищнически потреблять? Их не осталось. Но все запасы эксплуатационные практически уже исчерпаны. Девственные леса были в этом участке, остались там в Рытинске, кстати, и Рытинский участок тоже в прошлом были пройдены рубками. Они как-то уже восстановились в течение с 1960-х годов, там, после организации этого заповедника, так более-менее приходит сегодня в порядок. Но есть еще один очень важный фактор. 7-й мировой конгресс в Аргентине было сделано обращение ко всем государствам мира о сохранении девственных лесов как ценнейшего источника генетического фонда и лесных ресурсов, и растительных ресурсов. И животного мира. И животного мира. А где, как не у нас, такие девственные леса были уникальные. У нас реликтовые леса, как я уже говорил. У нас огромное уникальное биоразнообразие. Мы ведь находимся в рефугиуме, то есть в местах сохранения живых организмов с третичного периода. То есть 3 миллиона лет тому назад, которые существовали, постоянно у нас они сохранились. Таких мест в северном полушарии около 9, не больше. Так вот, такая огромная ответственность перед нашим народом, перед руководством о сохранении этого биологического уникального разнообразия в нашей стране. Мы можем гордиться этим. Сегодня во всем мире идет борьба за чистую питьевую воду. Из-за отсутствия именно питьевой воды люди гибнут во многих странах в огромном количестве. И в будущем войны, вот сегодня мы за энергетику, за энергетику мы боремся. Нефтепродукты. Да, нефтепродукты, там углеводороды и так далее, и так далее. А завтра будет борьба, и войны будут за чистую питьевую воду. Без него существовать же человек не может. Уже в Африке такие войны происходят. В том-то и дело, в Африке такие войны. А мы богаты в этом отношении. И мы не можем их сохранить для настоящего будущих поколений. Этот антропогенный фактор, да, про который мы говорим. Да. Какие последствия могут быть? Вот через ближайшие, допустим, 10, 20, 30 лет. С чем мы можем столкнуться? На антропогенный фактор накладывается фактор природных процессов. Глобальное изменение климата в сочетании с антропогенными факторами наносит потом вообще мы просто не сможем справиться с этими результатами, отрицательными факторами, которые могут вызывать... То есть природные катаклизмы, наводнения... Да. Они каждым днем, вот есть точные данные о том, что эти природные явления, они усиливаются с каждым годом. А что это означает? Они ослабляют и так состояние наших лесов, и так уже истощенные их состояние, устойчивость этих лесов. Тут появятся пожары, тут появятся вредители и болезни, тут появится еще много других таких факторов, которые постепенно будут деградировать. Это как его леса, растительность наша, леса наши. Люди не до конца понимают. Вот вы как ученый глубоко эту тему изучаете, понимаете. А вот простому обывателю, слушателю, человеку, который наукой не занимается, как объяснить, что делают леса? Корневая система и ствол, и листва, как его выпадающие осадки, сокращают резко энергию падения. Они переводят ее с поверхностного в грунтовые воды. И они питают потом наши реки, наши источники. Но если этого не будет, то выпавшие эти осадки, они быстро будут поверхностные воды и будут сносить все, почву и так далее. А ведь, чтобы почва, 1 сантиметр слой почвы, чтобы образовалась, необходимо 1000 лет. Мы его за миг уничтожаем. И кто нам это создаст? Кто это? Это природа делала миллионы лет. А мы его вот ради сиюминутной
выгоды уничтожаем все это богатство, которым мы располагаем сегодня. Давайте коротко расскажем тоже слушателям. Если коротко, доступно, какой первый шаг должен быть? Необходимо срочно реформировать лесную отрасль нашей страны. В каком виде? В каком виде? Прекратить, я уже говорил, функции лесной отрасли. Сегодня лесозаготовительная, надо переходить к лесохозяйственной отрасли. И надо заниматься использованием недревесной продукции леса, использованием даже экологического туризма. И то многое сегодня у нас перспективно для нас. Дальше. Что могут делать? Создание лесоплантационных площадей с помощью быстрорастущих, которые мы разработали, которые без риска можно их использовать сегодня. Повышать. И это требует, конечно, время. И необходимо адекватное финансирование со стороны государства. Ведь государство подходит к этому лесной отрасли, то, что они сами зарабатывают, сами существуют. Практически лесная отрасль не дает бюджету каких-то таких ощутимых результатов, средств. Дальше, то есть пользу бюджету никакую не приносят? Только себя обслуживать, получается? Практически да, себя обслуживать. Нам нужна такая отрасль, нам нужно такое хозяйство. Я понимаю этих людей, им надо жить, им нужно делать. Но если они получат возможность для развития сегодня, такое первичное капиталовложение, и когда они будут знать цель, куда двигаться дальше, чем заниматься, то эту отрасль выправить. Конкретный пример. Пчеловодство. У нас в советское время в районе Анхуа, в Апсинском ущелье, там было пчелиное хозяйство до 6 тысяч пчел и давало огромное количество меда. Сегодня их очень мало, но мы можем его у нас в лесной отрасли, мы развили пчеловодство настолько рентабельно, что будем получать доход не только для содержания самой лесной отрасли, но и государству. С экономической точки зрения на это посмотреть, у нас же проблемы с экспортом меда вообще существуют. Это можно отрегулировать, это уже вопросы рынка, это вопросы уже руководства нашей страны, которые должны найти рынки сбыта и возможности тут и дипломатические, там и политические, как хотите назовите, эти вопросы решаемые. Но у нас нет сегодня товара, мы не заинтересованы это делать, потому что его надо создавать, надо воспитывать специалистов, пчеловодов и так далее, и так далее. В области лесного хозяйства и в области лесной отрасли у нас специалисты, катастрофическая ситуация. Мы открыли базовую кафедру от Института ботаники в нашем университете. И мы готовили специалистов лесной отрасли. Был выпуск, 3 или 4 выпуска, до 40 человек. Из них всего 4 человека пошли работать по своей специальности, остальные все ушли на сторону, где больше им платили. Так платите этим людям, пусть они выполняют свою непосредственную функцию по своей специальности. Это очень важно. То есть вся проблема упирается в финансы, получается. Финансы, с какой бы стороны? Где взять эти деньги? До финансирования надо взять, надо искать, где взять эти деньги. Мне сложно говорить, я не экономист. Но то, что мы сегодня вырубили, так что завтра, что будем вырубать? Где возьмем эти деньги завтра, которые выполняли эти леса, которые выполняли такие огромные функции? Мы нанесли им непоправимый ущерб. Эти функции уже некому выполнять. За эти функции придется нам еще платить, доплачивать, и все, чтобы, так сказать, ликвидировать результаты этих отрицательных функций. Вот в чем беда, вот в чем непонимание всех этих вещей. Мы живем сиюминутной, так как его, да, то, что сегодня вот дали, все, а завтра хоть потом. Так жить, так планировать никак нельзя, так экономику не будешь развивать. Так экономику надо смотреть на перспективу, что завтра выгоднее, послезавтра выгоднее. Стратегически мыслить. В общем, эта книга должна быть в основе экономической стратегии. Все это изложено в этой работе. Работа изложена не просто как научно, но как руководство для действия, как я уже говорил. И оно обосновано, научно обосновано.
а вот сам лес, он самовосстанавливаться тоже имеет свойство? Нами была разработана система рубок главного пользования в горных лесах. Наши конъюнктурные люди, которые хотели только рубить, больше ничего, они говорили, убеждали руководство страны о том, что наши леса, они перестойные. Леса гибнут просто так, как за то, что они перестойны. Лучше мы его сегодня вырубим, говорят, и получим какие-то деньги. Зачем они должны пропадать в лесу? Но не так-то было. Эти леса миллионы лет существовали, но никак не погибли. Наши леса являются разновозрастными. На одном гектаре мы имеем сеянцы, однолетние, до 250 до 300-летние деревья. У этих спелые деревья надо было вырубать без вреда для оставшего древостоя. Но та технология лесосечных работ наземным способом с использованием тяжелых тракторов привели к вот такому страшному бедствию. При нормальном соблюдении лесоводственных требований, соблюдением правил, если бы мы проводили рубки, то мы могли бы еще долгие годы пользоваться древесиной. То еще очень важный момент про лесозаготовки. Мы заготавливаем древесину, вот вырубили древесину, мы оставляем в лесу более 30-40% древесины, то есть тонкомер менее 40 сантиметров. Вывозим только лучшие качества древесины, остальное все остается в лесу. Это варварство настоящее. Срубленное дерево должно быть использовано полностью, до 100%. Я видел в Японии, например, вот древесину вырубили, даже не обрубленные ветки, приводят хлыст, закладывают хлыстом вперед, как и кроной сзади. Вот так идет, и в конечном выходе 26 наименований продукции из древесины. И полностью где-то 99,9% использования ликвидной древесины. Представляете, вот как они работают, как надо работать безотходно. Это все важно. Но это насколько дорогостоящее вот такое производство? Ну, конечно, наверное, дорогостоящее. Сейчас мне трудно говорить, но надо делать это, потому что она окупится потом. Здание заповедника, вот Кадорское ущелье, вот национальный парк. Национальный парк. Но за этими парками тоже надо ухаживать. Так, не только ухаживать, за этим парком надо следить. Там должны быть люди... Охранять, следить. Охранять. И национальный парк, что это? Это показатель культуры, уровень культуры страны. В национальных парках должны осуществлять хозяйство такое. Оно должно быть на самом высоком уровне. А что мы сегодня уничтожаем наши леса в этом национальном парке? И что? Так сказать, это позор для нашего общества, это позор для страны. Вот такие вещи, какие уникальные наши вещи, своими же собственными руками уничтожаем. Это недопустимо никак. Застраиваем заповедники. Мы потеряли самшит, каштан под угрозой исчезновения. Насчет каштана особый разговор. У нас каштановые леса не только у нас гибнет во всем мире. Болеет он там несколькими болезнями. Так называется болезнь, заболевание крифонектрии называют его. Это страшная болезнь, которая уничтожает каштановые леса. Было совещание специально вызвано в Турции 2 года назад. Организовала она еще тогда по линии Организации Объединенных Наций. Есть такая организация ФАО называется. Вот они организовывали совещание государств, специалистов Черноморского бассейна в Турции, чтобы продемонстрировать, обсудить ситуацию, проблемы каштана и что делать. Нам показывали там лабораторию, где разрабатывают специальные штаммы, которые внедряют больные деревья каштана, и потом это каштан выправляется, и дальше это передается другим деревьям популяции. И таким образом можно было спасти, это теоретическая такая разработка. Лаборатория такая у них, уникальная такая лаборатория в Турции, есть возможность, они вкладывают огромные деньги в лесную отрасль. И такую лабораторию мы сегодня создали, к счастью, у Романа Саидовича есть такая лаборатория, правда, специалистов мало, и деятельность их на уровне пока лаборатории, но все равно так. И когда нам показали, как и что произошло у них в лесу
как и в Турции, мы были, в частности, я там выступил и сказал очень серьезное такое мнение по поводу того, что как они обращались со своими каштановыми лесами. Турция являлась одним из государств поставщиком каштановых плодов. Они зарабатывали 1,5 миллиарда рублей, говорю, долларов ежегодно. Но последние годы, когда они начали болеть, все у них упало до нуля, чуть ли не до нуля. И начали они бить тревогу, и что делать с каштанами, и вот начали приступили к этому. Когда я посмотрел, увидел огромную ошибку, которую они натворили. Они вырубали деревья, маточные, вернее, естественные деревья, и каштан обладает порослевым свойством порослевого возобновления. Они на поросли оставляли 2-3 ствола, а эти стволы, когда поросль, они быстро растут очень. И они дают очень крупные плоды. Вроде есть такие, которые не болеют этой болезнью. Их надо отобрать, и селекцией уже надо разводить и создавать это лесные культуры площади, и, как его называется, и получать огромные доходы от лесоплодовым опытом. Через 20-30, вернее, через 30 или 40 лет надо вырубать это все, как они начинают суховершинить, их надо вырубать и создавать новые же посадки тут же сразу. И таким образом у нас будет оборот. Мы будем иметь лесоплодовые каштановые плоды и лесоплодовое хозяйство, а то, что мы вырубаем, пойдет на древесину. Каштан – ценная древесина, как вы знаете, и там доход, и здесь доход. Вот такой метод – один из выходов из ситуации, которая, пока мы не найдем способ лечения этих больных грибковыми заболеваниями. В царское время при Петре I лесовод считался лучше, чем офицер высшей армии там у них. Вот такой авторитет имел лес, потому что они понимали, насколько важно специалист. Лес был главным источником дохода, потому что... Источником дохода он считал. И сегодня у нас может стать главным источником, основным источником во многих вопросах дохода, если его правильно организовать, управлять и правильно организовать лесную отрасль нашей страны.